Сёння доля ўрачоў агульнай практыкі ў сістэме аховы здароўя Брэсцкай вобласці набліжаецца да 55%. У наступным годзе іх колькасць значна павялічыцца. Дактары-універсалы павінны паскорыць і палегчыць для пацыентаў дыягностыку. Замест чарады паходаў па кабінетах вузкіх спецыялістаў цэлы шэраг неабходных кансультацый і абследаванняў пациент атрымае за один визит. Вы знаете, что на прошлой неделе я подписал приказ о увеличении времени приема врача общей практики. Сразу же в интернете, что вот вырастут очереди, куда денутся пациенты. Пациенты никуда не денутся, они придут в поликлинику, но у врача общей практики в команде появляется помощник врача. То есть это медсестра со средним медицинским образованием, тоже с определенными компетенциями, которая на себя возьмет, так скажем, рутинную работу, посещение хронических пациентов, диспансерное наблюдение и так далее. У наступным годзе выдаткі з абласнога бюджэту на фінансаванне медыцынскай сферы вырастуць на 10%. І дакладна вядома, на што будуць накіраваны. Мы должны начать строительство корпуса детской областной больницы. Кроме того, по поручению главы государства мы будем тоже начинать проектирование такого центра медицинского в городе Бресте. Это в микрорайоне Новом. Варшавская сторона, юго-западная. Уже больше 140 тысяч там живет, а фактически отделений там нет. Поэтому там необходимо строить. Кроме этого, в Пинске нам надо онкологическое отделение привести в порядок. Да и в каждом районе, естественно, что набираются какие-то определенные вопросы, которые необходимо решать. Акрамя будаўніцтва новых аб'ектаў працягнецца і мадэрнізацыя устаноў аховы здароўя, набыццё неабходнага абсталявання. Нам больше необходимо уделять внимание амбулаторному звену, чтобы человека определить диагностика, амбулаторное лечение. Это значит и удобнее для человека, и не накладно для государства.